Добрый вечер. В прямом эфире «Новости 24», в студии Лейла Цурова. И вот главные темы выпуска. Избран новый председатель правительства Ингушетии. Внимание, водитель! Дети на дорогах. Вот так доступно о предотвращении ДТП. Время платить по счетам. Сотрудники межрегиональной распределительной сетевой компании провели рейд по сбору платежей в Магасе. Важное назначение. На внеочередном заседании Народного собрания депутаты избрали нового председателя правительства Ингушетии. По итогам тайного голосования им стал Абубакар Мальсагов. Тему продолжит Лейла Гайсанова. Вашему вниманию представляется протокол номер 6 Счетной комиссии Народного собрания Республики Ингушетия по итогам тайного голосования по даче согласия на назначение председателя правительства Республики Ингушетия. За кандидатуру Абубакара Мальсагова проголосовали 25 из 26 депутатов. Получив поддержку депутатского корпуса, бывший министр строительства был избран председателем правительства республики. Своей основной задачей на посту премьера Мальсагов считает комплексное развитие экономики и повышение качества жизни населения. Именно в этом направлении будет работать новое правительство. Безусловно, для меня большая честь быть сегодня представленным в качестве кандидата на должность председателя правительства Республики Ингушетия. Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие главу республики. Сегодня перед нами стоят много задач, намеченных главой республики, решение которых поможет нам снизить остроту проблем в области образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Ранее Мальсагов 3 года возглавлял Министерство строительства Ингушетии, известен как принципиальный и ответственный чиновник. Собравшиеся выразили уверенность, что навыки в сфере строительства пригодятся на новом посту. Я хочу еще раз поздравить нового председателя правительства Абубакара Мальсагова с избранием на этот высокий, ответственный, очень сложный, очень тяжелый рабочий пост. Пожелать успехов. Пожелать того, чтобы, пока вы находитесь на этом посту, чтобы был прогресс во всех направлениях, и чтобы и о вас, и о составе правительства периодически говорили только хорошее. На внеочередном заседании Народного собрания часто звучало слово «качество», и касалось оно всех сфер деятельности. Улучшить то, что сделано уже, и дальше работать только на прогресс, пожелали депутаты. Мальсагов Абубакар Магомедович будет достойным председателем правительства. И главное, ему сейчас больше надо заниматься социальным блоком, производственным блоком. Он уже от и до знает. Вот на данном этапе, я думаю, это самый удачный выбор, так как именно профессиональный строитель, который может оценивать эффективность этих исходных программ, что именно он будет выполнять в силу своих профессиональных навыков, именно он должен исполнять те задачи, которые сегодня в плане экономического развития стоят перед республикой. Напомним, кандидатуру Мальсагова предложил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Это уже 4-е заметное изменение во власти Ингушетии за последний месяц. Ранее на пост главы республики был избран Юнусбек Евкуров. Мухарбек Дидигов был избран членом Совета Федерации. А на должность руководителя Народного собрания избранники выбрали Магомеда Татриева. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Соломбек Аздоев. Новости 24. Асфальт, проложенный в сельском поселении Орджоникидзевское в сторону аэропорта, будет полностью снят. Такое поручение дал Юнусбек Евкуров на совещании с ответственными лицами в дорогостроении. Дорожное полотно уложено, мягко скажем, не идеальным образом и без лабораторных исследований. В ходе совещания снят с должности начальник производственного отдела по надзору Магомед Далаков. Внимание, водитель и дети на дорогах. Акция под таким названием прошла в Карабулаке. Ее организаторы уверены, что проведение таких мероприятий позволит снизить количество ДТП с участием детей. О простых правилах в непростой дорожной ситуации расскажет Дали Плиева. Оживленная трасса в Карабулаке. Неподалеку расположена школа, а возле дороги сотрудники ОВД, ГИБДД и гимназисты с плакатами, призывающие соблюдать правила дорожного движения. Привлекает взгляды проезжающих. В руках знаки, которые каждый водитель видит ежедневно, проезжая участки трассы, где могут быть дети. Но количество ДТП с участием малышей и ребят постарше только растут. Акция «Внимание, водитель! Дети на дорогах» проходит в рамках всероссийских профилактических мероприятий по снижению напряженности на основных магистралях страны. Акция
проходит 4 раза в год в период школьных каникул. Основной ее целью является повышение бдительности водителей на проезжей части, в местах расположения пешеходных переходов, светофоров. Мы сегодня очередно проводим акции «Внимание, дети», чтобы они были осторожны на дорогах, соблюдали все правила дорожного движения и берегли наших детей. Из уст ребенка гласит истина, говорится в народной поговорке. Учащийся 7 класса Карабулакской гимназии призывает водителей самым простым истинам: не ехать на высокой скорости, уступить дорогу пешеходу и подавать хороший пример подрастающему поколению. О том, как себя вести, сами они постигают в школах. Скажи, пожалуйста, какие правила дорожного движения ты знаешь? Я знаю много правил дорожного движения. Это такие, как нельзя ехать на красный свет. Есть пешеходная линия, по которой должны ходить пешеходы. Я считаю, что пешеходам надо останавливаться. Когда видят, что дети стоят на дороге, нужно остановиться и пропустить их, например, пожилых, детей, вообще всех людей. А детям нужно переходить именно на зеленый свет, не перебегать дорогу на красный свет. Переходить не просто по дорогам, а по зебре, по пешеходному переходу. Акция «Внимание, водитель! Дети на дорогах» продлится еще несколько дней, и участники продолжат напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Далее Плиева, Магомед Урусханов, Новости 24. В Ингушетии строятся объекты в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» на период с 2010 по 2016 годы. Так, при въезде в столицу скоро появится водозабор, который будет обслуживать не только Магаз, но и город Назрань и сельское поселение Икажево. Закончить объект планируется в марте следующего года, но подрядчики уверяют, что при таких темпах работа завершится уже в конце этого года. Объект располагается на участке 11 гектаров. Это часть проекта, который в общем реконструкция системы водоснабжения Республики Ингушетия до 2016 года, который мы должны выполнить. В состав проекта входит бурение 4 скважин. 4 скважины на двухуровневые скважины, 132 скважины, 2 скважины по 220. На улице Картоева в Назране завершается строительство новой системы водоотведения. Меры необходимы и предпринимаются прежде всего в интересах жителей. Однако реализуется процесс с препятствиями от тех же горожан. В чем дело? Узнаем у Мадины Албагачиевой. Власти Назрани благоустраивают самую широкую улицу города – Картоева. Здесь укладывают новое дорожное полотно, устанавливают бордюры, а самое главное – прокладывают канализационную систему. Теперь людям не придется рыть ямы у себя во дворах. Эта мера облегчит жизнь, но не все спешат подключаться к системе водоотведения. А до завершения строительства дороги осталось всего 3 дня. Горожан неоднократно оповещали об этом через средства массовой информации, а также давались объявления в центральной мечети. На сегодняшний день подключений очень мало. И вот я сейчас, пользуясь случаем, опять обращаюсь к жителям улицы Картоева, чтобы они в течение сегодняшнего, завтрашнего дня, в течение субботы полностью закончили свои работы по подключению к системе канализации. Эти меры нацелены на повышение уровня комфорта жизни населения. Только не все это понимают. Как отметил Магомед Бикмурзиев, когда жители все же осознают необходимость присоединения к системе канализации, могут возникнуть проблемы, так как понадобится ломать дорогу и бордюры. А это недопустимо. В связи с этим администрация города просит жителей улицы дать свое согласие до конца недели. Мадина Албагачиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. По Северному Кавказу межрегиональной распределительной сетевой компанией проводится мероприятие по сбору платежей за электроснабжение. Сотрудники МРС в Ингушетии провели аналогичный рейд в Магасе. По словам специалистов, в столице было 10 должников, в основном частный сектор. Подробности у Дали Плиевой. Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, огромные суммы долгов стали причиной рейдовых мероприятий по столице республики. На сегодняшний день количество незаконной потребляемой электроэнергии составляет в процентном соотношении около 50%. Сумма огромная, и чтобы пресечь подобные нарушения, межрегиональной сетевой компании по Северному Кавказу совместно с подведомственными электросетями в населенных пунктах республики и поставщиком услуг Ингушэнерго проводятся плановые мероприятия, в ходе которых и выявляются нарушители. В случае неуплаты виновники наказываются отключением от сети. Фиксируется нарушение, значит, актами. Акты составляются, сдаются к нам, мы, в свою очередь, их передаем в энергосбытовую организацию. Их на сегодняшний день порядка 450 штук составлено за эти 2 месяца. Хищение, конечно, желательно было бы, чтобы было меньше, но люди этого не понимают.
Случаи неуплаты фиксируются так же, как и незаконное подключение электроэнергии с помощью подручных средств. Если в первом случае людей предупреждают, то во втором человек может попасть не только под административную, но и под уголовную ответственность. По словам специалистов, в большинстве своем столицы не платят частные предприятия и строительные фирмы. В ходе сегодняшнего рейда сотрудники МРСК, Магазские электросети и Ингушэнерго обошли 10 адресов. В большинстве своем долги заплатили. Как признаются специалисты, сумма долгов варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. К примеру, руководство этой фирмы, которая занимается строительством жилых домов в 7-м микрорайоне города, неоднократно получали предупреждения. Долг в размере 28 тысяч рублей не был погашен. Сотрудники МРСК, как и обещали, электроэнергию отключили. У них задолженность составляет на 1-8 26 940 рублей. В связи с этим мы уведомили их, что сегодня будут отключать, и прибыли на отключение. На сегодня назначено 10 объектов, 9 объектов оплатили, и вот один объект, вот, организация «Феникс» не оплатила, и мы отключили их. Работа с сотрудниками МРСК продолжается, и всем, кто не уплатил долги, лучше вовремя заплатить, поскольку в крайнем случае свет отключат. Далее Плеева, Ахмед Беков, Новости 24. Развитие туризма в Ингушетии. Приоритетное направление стало и темой молодежной конференции, организованной Комитетом по делам молодежи. Мероприятие прошло с участием представителей турфирм, музеев, учащихся колледжей и центров детско-юношеского туризма. Более подробно расскажет Хава Султыгова. В преддверии Всемирного дня туризма в колледже Назрани прошла конференция на тему развития туризма в республике. Целью мероприятия стало продвижение культурного наследия республики, пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха среди молодежи. В числе приглашенных гостей выступил председатель Республики Ингушетия по туризму Батыр Мальсагов. Он отметил, что у республики большой потенциал в сфере развития туризма, наличие горного ландшафта, нетронутой природы и большого числа исторических памятников привлекают желающих посетить ингушскую землю, и к этой работе нужно активно привлекать молодежь. Представители всех колледжей, всех средних учебных заведений, которые занимаются именно как раз обучением, подготовкой будущих специалистов в сфере туризма. И мне отрадно то, что люди в таком количестве отозвались с таким интересом, пришли сюда и хотят на эту тему говорить, хотят думать об этом, рассуждать и в дальнейшем уже после окончания учебы работать в этой отрасли. Выступающими в ходе конференции было внесено много идей. Так, студенты колледжа сервиса и быта Богатырев Умар и Дзауров Усман предложили ввести маршрут Назрань-крепость Плиева, который охватывает важные исторические достопримечательности республики, мемориал памяти и славы, крепость Назрань постройки 19 века и мавзолей Борга-Кэш. А студентам того же колледжа Барахоевым Османом было предложено развитие в республике так называемого охотничьего туризма. Как отметил Осман, в Сунжинском и Джайрахском районах хорошо развита сеть дорог, леса богаты живностью, а чистые реки Асса и Фортанга – просто находка для желающих. Агентство «Белла Тур» Далаковой Зары, которая отметила, что отдых нужно уметь продавать. И ее фирма готова содействовать Комитету Республики по туризму и креативной молодежи. Мы сегодня участвуем в конференции, посвященной туризму. Тематика немножко не наша, потому что мы занимаемся выездным туризмом. Здесь говорилось о въездном туризме, о Джайрахском районе, о туризме в нашей республике. Мы, конечно, предлагаем свою помощь, которую мы можем осуществить. То, что есть в наших силах, что может наша фирма, наши представители, наши работники, все это будет работать вместе с вами. Мы рады сотрудничать, рады тому, что развивается туризм в нашей республике. И рады, что теперь этому уделяется большое внимание. Нельзя забывать, что при всех положительных сторонах туризма существует один отрицательный фактор – загрязнение природы. А это крайне недопустимо, особенно в исторических местах и башенных комплексах, так как это наше прошлое, и оно всегда должно сохраняться в первозданном виде. Докладчики призвали бережно относиться к родной природе и не допускать ее загрязнения. Также Комитетом по туризму была проведена агитация населения по привлечению к голосованию за замковый комплекс во Внушке. Я проводил выступление по
голосование, то популяризация голосования за башенный комплекс Волнушки в Ингушетии, поскольку это самый значимый, скажем так, башенно-культурный объект республики, который в частности смотрится или мы можем видеть на многих логотипах и эмблемах в республике, и по нему даже часто могут узнавать Ингушетию. И поэтому мы должны принять все меры, приложить все силы для того, чтобы Волнушки стал одним из 10 символов России. Эта работа вовсю идет налаженными темпами. Комитет по туризму максимально приложил силы для того, чтобы молодежь обратила на это внимание. Необходимо также отметить, что развитие туризма повлечет за собой увеличение числа рабочих мест, а снижение безработицы в нашей республике также является актуальной темой. Хава Султыгова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Автопробег «Журавли», стартовавший из Махачкалы накануне, прибыл в Ингушетию. Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского поэта Расула Гамзатова. Для участников была организована экскурсия. О том, как встречали гостей, в сюжете Магомеда Измайлова. На площадке перед Аллеей Славы в Назрани припаркованы многочисленные автомобили участников автопробега. Сами же водители и их пассажиры изучают местные достопримечательности, в том числе мемориал памяти жертвам политических репрессий. Организаторами экскурсии выступили сотрудники Комитета по туризму Ингушетии. Это уже третий автопробег, проводимый Комитетом по туризму совместно с Министерством культуры Республики Дагестан. На этот раз он посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского поэта Расула Гамзатова. Завтра в Южной Осетии, Цхинвале, одна из площадей будет названа Расулом Гамзатовым. Поэтому, посещая дружественные братские республики Чечня, Ингушетия и далее до Южной Осетии, мы пропагандируем братские, дружеские отношения между нациями, национальностями Северного Кавказа. Укрепим словами Расула Гамзатова, посетив, приобретав больше друзей, мы приобретаем больше дружбу, укрепляем нации, национальности между собой. После осмотра Аллеи Славы участники пробега совершили небольшую экскурсию по столице республики – Магасу. По словам участников автопробега, его основная цель – укрепление дружеских связей между народами Северного Кавказа, которые воспевал в своем творчестве Расул Гамзатов. Приехали наши друзья из Республики Дагестан. Они проводят автопробег, посвященный Расулу Гамзатову. Как известно, в этом году ему исполнялось 90 лет. И вот на той неделе мы, делегация из Ингушетии, побывали там, в Дагестане, представляли нашу республику, выступили. Кстати, я сам перевел «Журавли» на ингушский язык. Друзьям, братьям нашим понравилось. Мне остается поблагодарить людей, которые приехали к нам с такой благородной миссией. Участники автопробега были приятно удивлены красотой архитектуры ингушской столицы. С удовольствием выслушали рассказ о строящейся башне Согласия и пообещали в будущем еще не раз посетить нашу республику. Магомед Измайлов, Адам Шибилов, Новости 24. Таким был четверг. Спасибо за внимание и спокойной ночи.